Прежде чем провакцинироваться от полиомиелита, нужно пройти медицинский осмотр. Маленьким пациентам измеряют температуру, слушают легкие, чтобы убедиться, препятствий для проведения прививки никаких нет. Этому малышу всего 1 месяц. Мама решила заранее провести осмотр, чтобы уже через 2 месяца сделать первую прививку. Женщина признается, никаких сомнений и страхов у нее нет. Уверена, что именно вакцина сможет уберечь ребенка от инфекционного заболевания. Педиатра, невролога, узких специалистов все прошли. Сейчас в ближайшем мы будем делать ему БЦЖ. Первую прививку от гепатита мы ему делали. По плану, по календарю мы прививки делать будем. Так как бывают очень сильные осложнения, учитывая эпидобстановку вообще, в общем, я советую. Полиомиелит поражает в основном детей в возрасте до 5 лет. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимая реакция. Для 10% из числа таких парализованных людей наступает летальный исход. По-прежнему единственный способ уберечь ребенка от страшной болезни – своевременная профилактика. В детской поликлинике Малгобека для предотвращения этой проблемы ведется необходимая работа. Сейчас идут подготовительные мероприятия. В основном мы проводим работу с родителями, которые отказываются от прививок. Стараемся им объяснить, насколько важна вакцинация от полиовирусов, потому что заболевание полиомиелит может привести к инвалидности детей. Доходчиво стараемся объяснить, насколько это важно, и сейчас вакцинация проходит лучше, чем первый тур вакцинации. Несмотря на то, что темп профилактики в регионе хороший, по сей день немало и тех, кто категорически против прививок. Основная причина – незнание состава. Как известно, прививают детей инактивированной и так называемой живой вакцинами. Ничего опасного в составе нет. Инактивированная содержит вирус полиомиелита, убитый формалином, а живая вакцина содержит живой ослабленный вирус. Она вводится перорально, стимулирует иммунитет, что позволяет не только защитить самого ребенка, но и предотвратить циркуляцию вирусов в окружающей среде. Перед тем, как вакцина поступает в лечебное учреждение, она проходит многократное тестирование. Противопоказаний никаких особых нету. Состав вакцины хороший. У нас не было ни одного поствакцинального случая. Врачи детской поликлиники после оценки текущего состояния здоровья ребенка подбирают оптимальный план иммунизации с учетом всех индивидуальных особенностей организма. Стандартный график прививок от полиомиелита предусматривает вакцинацию по определенной схеме. Двухкратное введение инактивированного вещества в 3 и 4 месяцев, живая вакцина в 6 месяцев, далее ревакцинация в 18, 20 месяцев и 14 лет. Профилактику стоит проводить своевременно, утверждают врачи. Эпидемиологическая обстановка на территории Ингушетии не совсем благоприятна из-за циркуляции граждан с неблагоприятных мест по полиовирусам. Поэтому вот эта прививка от полиомиелита, она внесена в национальный календарь прививок. Она является обязательной, и она защищает ребенка на всю жизнь. Это очень важно. До конца года в регионе намерены вакцинировать более 72 тысяч детей. Врачи утверждают, вопрос о необходимости профилактической прививки не должен возникать, особенно если дело касается маленького неокрепшего организма. Малика Измайлова, Джамалил Султыгов, Новости 24.